20 минут, 20 вопросов. Лишенные прав водители сдают экзамен на их восстановление. Вопросы условно делятся на 3 категории – эксплуатация транспорта, оказание первой медицинской помощи и правила дорожного движения. Для успешной сдачи нужно допустить не более 2 ошибок. Пройти тест с первого раза удается далеко не всем. Среди них и Игорь Гаджинов. Для него это уже попытка номер 5. Водительского удостоверения его лишили 2 года назад. Наиболее большие трудности вызывают знаки. Сегодня я пришел с положительным настроем и надеюсь, что сдам экзамен. Попытка удалась. Тест пройден успешно. Из 15 человек на этот раз сдали только 3. С момента вступления в силу поправок в Кодекс об административных правонарушениях из 221 водителя, лишенного прав, экзамен смогли сдать только 21. Постановление стало действительным с 1 сентября 2013 года. Если раньше водители, которых лишали прав, могли просто забрать свое удостоверение через суд, то теперь для восстановления нужно обязательно сдать экзамен. В соответствии с положением и изменением, вступившим в силу 1 сентября 2013 года, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что возврат водительского удостоверения по истечению срока лишения права управления осуществляется только после проведения проверки знаний правил дорожного движения, которая осуществляется путем сдачи теоретического экзамена подразделениями госавтоинспекции. Те, кто не проходят проверку с первого раза, могут сдать повторно лишь через 7 дней после неудачной попытки. А за управление машиной и совершение ДТП в состоянии опьянения, за отказ от медосмотра лишенным прав водителям в обязательном порядке нужно представить медицинскую справку. Лишь после этого водитель может быть допущен до экзамена. Анжела Засохова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.